Здравствуйте! Сегодня у нас очень интересная передача. Я лично сегодня узнала, что есть такая книга, трехтомник, которая называется «Ситуативный казахский». И сегодня у нас в гостях очень интересный человек, очень интересный собеседник, лингвист Канат Тасибеков. Знакомьтесь? Спасибо, что дошли. Здравствуйте, Канат. Я Илеп Шакхалабаров. Спасибо, что пригласили. Канат, здравствуйте еще раз. Я уже чуть-чуть немножко знаю о вас, навела справочки, и знаю, что вы по профессии не лингвист. Нет, абсолютно я не лингвист. А как вы пришли вообще к такому заключению? Как вы дошли до жизни? Да, до такой. Понятно, да. Ну, вопрос не впервые. В общем-то, я специалист по спортивному коневодству. Вот, я с детства любил. Представляете разворот? Коневод? Да. С детства любил лошадей. Вот, ну, в общем-то, любовь у меня такая была просто фанатичная. Я любил лошадей просто до умопомрачения. Откуда такая любовь? Вы откуда вообще родом? Я сам с Целиноградской области. Тогда это был Алексеевский район, сейчас Акколь называется. Вот и город Алексеев, я там вот начальную школу закончил. Вот один казах в классе там и так далее. Ну, если Русскую школу закончили, да? Ну, естественно, я говорю, один казах в классе, это не могла быть казахская школа. Интересно, да, раньше было? В принципе, вот я родился в 1959 году. Записывайте. 1959. Почему я так вот подробно говорю? Потому что в 1959 году это Советский Союз, да, самый такой расцвет и так далее. Я сразу ищу это следы пластической операции, не нашла. Я тоже удивилась, думаю, как это человеку 60. Все такие, да. И вот в 1959 году проводилась всесоюзная перепись населения девушки. Советский Союз – это одна страна была. И вот как вы думаете, сколько в Казахстане было казахов процентов? Ну, конечно, мы не назовем цифру. Ну, мало, да, Плюс-минус совсем. километр. Скажите. Через каждый километр, да? Да. 50 на 50. Нет, 29% было казахов. Правда? Да. В Казахстане в 1959 году, во время всесоюзной переписи. Так мало нас было? Так мало нас было. Вот сейчас как бы уже 72%, да, в смысле удельный вес казахов. То есть это я к тому, вот когда я предугадывая, да, о чем вы будете говорить, как вы не знали казахского языка, да, там, или почему это самое, там, родители казахи, как вы дошли до жизни такой. Ну я разве такой один, сотни тысяч людей, миллионы даже, да, сам Назарбаев сказал, что половина казахов не владеет казахским языком, это миллионы людей. Вам было стыдно, и вы начали учить казахский язык? Мне стало стыдно, я же все-таки казах, не балалайка, и уже после 50 лет я все вот отвинул, я занимался бизнесом, занимался наукой, я вот, не знаю, хотите верьте, хотите нет, вот просто в один прекрасный день я все как бы прекратил. А любовь к лошадям куда делась? Любовь к лошадям у меня делась, знаете, она никуда не делась, я вот до сих пор езжу, приглашаю где-то поконсультировать, где-то прокатиться там и так далее. Вот, а это вот первая любовь, сами знаете. А у вас есть лошади свои? Нет. Свои лошади есть только у очень богатых людей. Вот, Или у спортсменов? Да. Ну, я не буду называть фамилию, у кого есть свои лошади. Хорошо, мы уже догадались. Наверное, знаете, да. Поэтому как бы я не занимался коневодством как бы вот в науке, как вот у меня диссертация кандидатская, я защитил в Тимирязевской академии, очная аспирантура. Это спортивное влияние экстерьера на спортивную работоспособность молодняка лошадей русской верховой породы. То есть есть такая русская верховая порода. Вот, я занимался ей. Ну, во Франции немножко по другим вопросам. Вот французы, это настолько патриотичная нация, настолько они... Вот француза, предположим, просто рядового француза, я вам приведу пример, я с ним пошел искать машину, да, он хотел обновить свой автомобиль, это было там, в 95-м году, по-моему, выходили с ним, и, там, смотрели машины, все такое, и в итоге он купил не Audi, которая лучше была по параметрам и дешевле. Он купил Peugeot, которая дороже и чуть хуже. Я говорю, что ты делаешь? Он говорит, патриот, да? Я же француз. Да. Понимаете? То есть вот даже вот на таком уровне у них вот это все проявляется. Франция, она родина тяжеловозных пород лошадей. Знаете, да? Вот эти вот большие лошади, такие как мускулисты, такие как культуристы. Это тяжеловозные лошади, это лошади, которые... потомки лошадей рыцарских, то есть, рыцарские лошади, рыцарь в латах там и так далее, вот, там, по 200 килограмм весил, да, если полные доспехи и так далее. Бедные лошади вот, называются. Да. И сейчас, потом эти были рыцарские лошади, вот крестовые там и так далее.
походы. Потом как бы это стала тяжеловозная лошадь, они как бы пахали на них, возили молоко там фермеры и так далее. А сейчас маленькие трактора, все такое, то есть малая механизация, эти лошади не нужны. И французы задумались, что мы можем сделать с тем, чтобы как бы заинтересовать фермеров содержать этих лошадей. И они приняли такую программу, ну, какая-то умная голова сказала: слушайте, а на Востоке доят кобыл, и из молока делают кумыс. Может быть, мы попробуем делать кумыс этих кобыл доить? Они такие большие, молочные. Они действительно очень как бы что, такие... получилось? Да. Ну, учеба в докторантуре, она как бы была по своей тематике, но вот я занимался в группе d'intérêt scientifique, это ЖИС, значит, то есть у них, предположим, есть какая-то проблема, которую надо решить, они собирают всех лучших туда, ну, я не скажу, что я лучший, просто так повезло, что, ну, я знал французский язык, и я приехал во Францию, я из Казахстана, хоть я специалист по спортивному коневодству, но я знаю, как дует кобыл, как делают кумыс и так далее. Все совпало. Все совпало. Они меня пригласили в эту группу. И вот, значит, вот эта группа ЖИС, вот эта вот группа научных интересов, она проводит исследования в течение, предположим, сколько это понадобится. Финансирует ее там год или два. Вот 2 года мы проводили исследования. Вот такой вот выпустили отчет. И все, на этом закончилось. То есть проблема была как бы досконально там изучена. То есть мы делали кумыс, делали йогурт с добавлением кобыльего молока, делали косметические средства там разные для женщин, там на фирмы отдавали, которые косметические делали как бы кремы, мази, там добавки для душа. И вот это вот все изучалось, да, все изучалось. Ну, там у них там проводятся такие фуар гастрономик, называется, это гастрономические ярмарки. Приходит очень много людей, ну, французы очень любят как кухню, вы знаете, вот гурманы. И мы выставляли там кумыс, вот, предположим, они пили и ставили баллы, там, им понравилось или нет и так далее. То есть это вот такая вот интересная работа. Это вот, была... Ну, я немножко далеко ушел к тому, что французы, они, в общем-то, вот такие вот патриоты, они для страны, для себя, вот, да. Для себя они это делают. Откуда у вас французский язык, что вы могли 3 года жить и преподавать там еще? И... Да. Откуда он у вас появился? У казаха Цельноградского такой совершенный француз. Да. Вы сейчас выйдете, вот мы в Алматы, да, выйдете на улицу, любого казаха остановите, и, наверное, каждый второй кто-то знает английский, да. Кто-то французский знает, кто-то японский знает, а казахский как-то я чуть-чуть не это сейчас. Да? А раньше, в советское время, французский язык, это очень было удивительно. Да, был немецкий, был английский, а французский это нонсенс был, да. Нет, ну это тоже такая очень несколько долгая история, я постараюсь вкратце ее рассказать. Я работал доцент кафедры генетики и разведения Цельноградского сельскохозяйственного института. Это год был 89-90-й. И Советский Союз все, ничего не предвещало, как говорится. И в Москве есть такие курсы 10-месячные языков, где готовят преподавателей для работы за рубежом. То есть 90-й год, Советский Союз, мы как бы не подозреваем, что он рухнет, все это как бы движется. В принципе, были такие курсы, где готовили преподавателей в течение 10 месяцев. Брали преподавателей, готовили как бы языковые курсы с тем, чтобы они поехали в какую-то страну и преподавать. Если бы Советский Союз не развалился, я со своим французским языком, я бы должен был поехать в Алжир и преподавать там коневодство. Целенаправленно все было, ясно. Да, то есть как бы там вот по 4 человека. Мы, предположим, вот у нас комнатка, где мы занимаемся, следующая дверь – это комната, где мы живем. То есть это как вот такое вот было… Как общежитие такое. Как общежитие, да, учебный корпус. И так, с 9 до 5 мы занимались ежедневно, 4 человека. Вот как вы сидите, предположим, приходит один преподаватель, занимается, представляете, с 9 до 5 часов. И на дом еще задают столько же, если не больше. Это вот такая голова. За 10 месяцев я выучил французский, как бы я приехал, у меня вообще никаких проблем не было. То есть я… Ну, какие проблемы? Я смотрю телевизор, мне все понятно, что диктор говорит. То есть вы полиглот все-таки, да? Нет, я читаю газеты, полиглот, это поле, это много. Я читаю газеты, и мне все понятно. Я выхожу на улицу, французы между собой говорят, я ничего не понимаю. Ну, они глотают слова, там, есть жаргоны и так далее. Ну, это вам знакомо. Вот. Поэтому, как бы вот, если вернуться к нашим баранам, да, вот ревенон на мутон, да, вот это французское. Ревенон на бетон. Я тоже знаю. Вы не connaissez pas. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites?
Я ничего больше не знаю. Шарман. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Вот мне так приятно находиться в компании таких вот красивых девушек. Я вам одну вещь скажу. Но вы только не обижайтесь, Да, но девочки. только вы не обижайтесь. Вот во Франции, предположим, вот меня зовут Канат Насибеков, да, и мы пришли, предположим, в общество какое-то, я пришел с супругой. Знаете, как ее будут называть? Как? Ее не будут называть там Алима, Такиева, она, вот так ее зовут. А ее скажут мадам Канат Насибеков. А, вот так. То Да, есть она его, То есть канатовская. они еще более такие, как бы, Еще более мачо, прям, чем казахи. То есть там даже женщина не имеет своего имени, она выпрямляет. Она же женщина-мужчины, да? она Как женщина-мужчина, приятно, да? Девочки далеко ушли. Мне все-таки интересно, откуда взялась именно методика? Это очень ценно, поверьте мне. У меня совсем недавно сын выпускался из школы, сдавал ЕНТ, мы шли на золотую, нам нужен был казахский обязательно. Методик нет. Как вы пришли именно к своей методике? Как вы ее разработали? И учитывали ли при разработке своей методики все учебники, которые были до этого и сейчас появляются? Исходники были откуда? Понятно. Ирина, я вам скажу, что я вот чисто логически пошел, да? Вот, предположим, если бы были бы хорошие методики, то люди, которые должны знать язык, ну, есть же во власти, которые должны и не говорят, я же знаю, да, или, предположим, учат и не говорят. То есть я чисто логически заключил, что хороших методик нет. Если бы были методики, люди бы говорили, правильно? Вот. Те, которые как бы заинтересованы. Я не изучал. Или владеют ими мало, но нет преподавателей хороших я, мало. в общем-то, не стал изучать какие-то методики, там, предположим, если французский язык, вот, кайгородская, да, ну, всего это, занимайся там. В английском языке там куча методик есть самых разных, и там, предположим, в Великобритании она на этом зарабатывает. Дети, предположим, у меня сын ездил там, в Лондон, там жил в семье, ну как это вот отправляет, да, и так далее. Вот. В казахском языке я так понял, что такой методики нет. Значит, каким образом я начал учить? Вот вообще у человека самое эффективно получается то, что ему нужно. Вот то, что тебе нужно, это ты вот будешь... Ты возьмешь. Да, ты возьмешь, это будет эффективно очень и так далее. Поэтому, ну вот я вам даже маленький пример расскажу, что этот... Образно, да. Вот у моей сестры обнесли квартиру, вынесли все. Вот, это тогда еще город Целиноград был, по-моему. Золото, там у нее была норковая шуба по тем временам, все. И вот она моей жене сидит, рассказывает, говорит, представляешь, Аненька, все забрали, все. Она говорит, а у меня жена сидит, говорит, да, ой, апа, знаете, так жалко. А потом, в то время, это время видеомагнитофонов. И у нее стоял видеомагнитофон, а у меня был адаптер. То есть съемка на камеру, вы помните, делалась на маленькие такие кассеты. А чтобы это с маленькой кассеты, чтобы на большую посмотреть, на видеомагнитофон, адаптер нужен был, да. надо было адаптер или переписать на большую кассету. Адаптеров, в общем-то, не так много было. И адаптер как раз был у моей сестры, оказывается. И потом у меня жена спрашивает, говорит, видеоадаптер, помните, мы вам давали, можно мы назад его заберем? Она говорит, ты что, у меня же видеомагнитофон забрали же, украли же его, и там же видеоадаптер шел. И здесь такое возмущение я увидел. Мне жена говорит, вот же сволочи они. Это вот Свое, когда свое, там да? шубы, золото, это все, она сидела. Вот ей конкретно сейчас нужен был видеоадаптер. И он вызвал эмоции. Казахский язык где нам нужен? Мы сейчас с вами на русском языке говорим. Кто-то там работает в аэропорту авиадиспетчер, он на английском там, предположим, да? Вот рабочий язык и так далее. Но вы вышли сейчас, у вас, предположим, свадьбу у кого-то там... Құдайға шүкір, қазақша сөйлейміз ғой. Иә, сөйлейсіздер. Сіз сол ситуативно, сіз жағдайға байланысты сөздерді білесіз. Конечно. Әр жағдайға. Мен өзім сөйтіп топшыладым. Бізге адамға керек жерде бір сөз бергенде, бір тосылмайтындай, мүдірмей, жақсылап сөйлеп беруге, сол ғой енді әр адамның мүддесі. Бір терең ойды жеткізу үшін, бұған енді басқаша бір тіл білімі керек болып тұр. Ал енді бастау үшін сізді барған жерге, қысқаша айтқанда, баратын жерге дайындалып бару. Сіз бүгін тойға барасыз ба? Осы тілектерді. Мысалға, тойға баратқан кезде, тостыққа дайындалған кезде, қай адамға не айту керегін бәрін дайындалып келесің, сол сияқты ма?
иә солай өйткені біз жоқ бізде қай адамға тойда бір адамға бізде той деген қазақтың мынандай мақалы бар орыс ойына келген айтады естідіңіз бе естідім сізден или орыс ойына келген істейді бұл жерде орыстарды не кемсіткені не болмаса сондай ештеңесі жоқ өйткені бізде тойға келдіңіз ба орысша сөйлегенде тетя Фрося она выдает замуж свою дочь Иришу, предположим. Она может выйти, взять микрофон, сказать, вот, будет говорить мама невесты. Она возьмет и скажет, моя Ириша, ей было 5 лет, она всех мальчишек во дворе перецеловала, да, там, что-нибудь такое. Она была такая кокетка. Ну, простая, потому что да. Ну, вы можете представить, что на казахской свадьбе там было, чтобы так говорили? Ну, нет, конечно, исключено. Нет, вообще. исключено. У нас в каждой, мне кажется, сейчас уже у нас каждая ситуация. Ну, вы артистка, вы певица, это для вас. Это менталитет, да. Нет, я тоже не могу позволить везде такое. Ну, говорите, я просто не про себя говорю. Да, поэтому для каждой ситуации есть какие-то вещи, которые, как бы, знаете, да? И поэтому, значит, имеют место или не имеют места? Да, нет, это, ну, если говорить как филолог, предположим, это есть определенные модели речевого поведения. Да. Используются определенные речевые штампы. Вот. И вот эти вот речевые штампы, если заучить, вот, да, вообще люди так и учатся разговаривать. Предположим, чеченцы, ингуши, там, немцы, которых сослали в Казахстан, они по каким методикам учили? Какими словарями? Сначала просто блок готовых фраз, да? Да. И видите, в казахском языке еще одна такая вещь, если вы говорите на казахском, надо говорить хорошо, красиво. Понимаете, вот говорят же, если начал говорить, да, и этот бәрі күлкі қалды, ну или как асфальтные казахи, мен қазақша түсін білмеймін, да, например. Білмез, да. И все начинают смеяться, а потом говорят, я пыталась говорить, а вот меня там обсмеяли, и теперь этот момент такая... Вот у меня есть подруга, кстати. Говорить, да? Вот на самом деле, вот в казахском языке, извините, есть вот такая вот небольшая как бы особенность, нюансик такой. Если вы говорите на казахском, надо говорить красиво, правильно. А когда вот по моей методике, я свою мысль докончу, значит, вы говорите с самого начала красиво и правильно. Ну, потому что это веками проверенные фразы, правильно? Ну, предугадывая, я знаю, что вы хотите сказать, что жизнь не состоит только из свадеб и похорон, предположим, да? Ну, и когда человек вот говорит правильно, да, он вышел на свадьбу, правильно сказал, пришел на похороны, он сказал как бы слова соболезнования, хорошо, это человека окрыляет, снимает барьер, он думает, что он хорошо говорит. Хорошо же говорит, да. И он новые слова прибавляет, он пытается говорить еще дальше, понимаете, вот так и учатся люди. Вот смотрите. Вот, если как бы вкратце как бы о моей методике, вот ситуативно для всех ситуаций, для всех это первый пункт. Вот смотрите, ситуативный казахский, да, Ириш, смотри, состоит из 3 томов. Названия очень разные. Мир казахов, диалоги, ситуативный казахский словарь. Да. Это вы написали в течение скольки времени? И почему такие пришли названия вам в голову? Ну, как название, в общем-то, оно должно отражать содержание. Вот, и поэтому, как бы, первый том – это «Мир казахов», это вот Геральт Карлович Бельгер. Знакомо вам имя? Да. Знакомо. Да, вот, это же немец, который в совершенстве знает казахский язык. Да. Вот, покойный Геральт Карлович, он так меня очень полюбил. Вот, я принес ему книгу просто поздороваться с ним и, ну, в честь уважения, он, значит, и на русском, и на казахском пишет и так далее. А он понял так, что я принес ему на рецензию. Потому что все к нему за рецензии идут. А я же такой новичок, вот, я ему книгу даю, он говорит: сен мені асып тұрма, мен саған рецензия беремін. Да. Опа, он, оказывается, рецензию хочет. Я подождал, он где-то... Он авторитетный был. Да, и он очень авторитетный, он дал мне просто блестящую рецензию, я считаю, что это как бата, он мне дал как благословение, в общем, на вот это вот. Да. И, ну вот в первой книге это вот свадьбы, похороны. Ну, похороны все это, обряды. Это венец, да, все обряды, там, предположим, цауки сері, қырқына шығару, что надо говорить. Вот қырқына шығарғанда сіз не деп айтасыз? С қазақша білем деп тұрсыз ғой. Так, как нажал, какой ситуации? Ақжол. Так. Жол жеңіл болсын. Жоқ, ол тұсаукесерде ғой. Қырқына шығарғанда. Жоқ. Қырқына шығарғанда жуып, шашын қиып. А можешь делать внучка такой, да? Ну, чтобы не помню сейчас уже. Тұсаукесер... Жол жеңіл болсын, ақ жол тілейді балаға. Қандай өлең айтады? Разные песни поют. Я скажу, стоит елка, какую песню поет? Ну, в лесу родилась елочка. Все знают, да, а когда цауки сер, никто не знает. А на самом деле это
Қаз балам, адам бассаң мәз болам, кірмеуіңді шешейін. Канат. Понимаете? Ага. То есть вы в лесу родилась елочка, знаем, а вот это у нас... Канат, вы узнали, извините, вы узнали, Да. когда вам уже было за 50, Да. это все, у нас же все у нас впереди. Саргисер приходит, режет, и, короче, все друг на друга смотрят. Не знают, что дальше и потом сказать. говорят, вау, вот и все наше это самое, правильно? Ну какое это вау, это қаз балам, вот это вот песня, понимаете? Поэтому вы и написали эти книги, Да. трехтомник, чтобы Это- народ уже знал Вот свои это обряды, вот, традиции. Вот это первый том весь. Второй том диалоги. Значит, не только свадьбы, похороны, да? Диалоги, казахский язык еще нам где нужен? Когда мы говорим на какие темы? На темы национальные. Да? Орыстар бар ғой, қазақтар жек көреді, типа, ой, осындай, да, қазақтар бар ғой, олар анау прокурор болғысы келеді, милиционер болғысы келеді, вот, да, это, национальные темы, межнациональные браки, да, оно, ой, орыстан алды, оно, да, вот. И на меня посмотрел выразительно. Нету, чтобы там Ирина, делили, да, сейчас У нас такого каждый нет. второй такой в Казахстане. Нет. Вот именно, сейчас уже Поэтому такого у меня нет. вот второй том диалоги. У меня там 5 персонажей. Это, значит, такой националист казахскоязычный из города Шымкента, представитель Улужис. Ну это все выдуманные персонажи, да? Ну, не совсем. Бывает, что мы заимствуем, да, получается, разные слова иностранные бывают. И казахский язык, он очень богат у нас. И вообще нужно ли заимствовать эти Это вечный спор, да. Дополнять нужно иностранными иностранными словами? Ну, казахский язык богат, но там в нем нет слова менеджер. Вот, я всегда говорю, Это нужно заимствовать. зачем международные, да, Да. вот, давайте Язык, говорите. язык, он это живой организм, он должен жить, он должен развиваться. И если этого не будет, язык, он мертвый останется и так далее. Здесь просто есть, вот, смотрите, девушки, есть такой вопрос заимствования. Вот до сих пор у нас заимствование, 99% заимствования терминов идет из какого языка? Английского. Из русского языка. Русского, английского. Мы из русского языка берем, да, предположим, вот стакан, одеяло там, я не знаю, это все. Не, ну это бытовые, это Нет, бытовые. А вот зачем? чисто международные такие. Да, вы правы. Сейчас вот последнее, это с английского. Опять мы берем из русского, который приходит, английские слова приходят. Да, русские, с английского потом мы берем. приходят. Вот теперь дослушайте меня. Моя мысль какая, что я хочу, чтобы было понятно. Это и в связи с переходом на латиницу. Мы все берем из русского языка. Да? 99% слов, да, всех новых. Там, предположим, у нас есть менеджмент университетный, экономика университетный, менеджмент кафедрасының инновационных рейтинга. Ага. Где здесь, Где тут? одно слово, правильно? Здесь Зато всё окончание это казахские. все, Все слова иностранные, иностранные. заимствованные. Почему? Потому что эти слов этих нету в казахском языке. Нету. И зачем придумывать специально для этого казахские слова? Вот это я не То понимаю. есть просто оставить тогда. Конечно, так, это международные написали. слова, которые используют во всем мире, везде. Зачем мы сейчас тратим на это деньги, время, наши... Только среди казахов это используют. И то мы общаемся, извините меня, не только в Казахстане, со всем миром, мы должны это переводить потом. Согласны? Я вот против этого. Нет, вы просто не совсем поняли. Казахское слово менеджмент, рейтинг никто не выдумывает никогда. Я говорю про заимствование. Мы заимствуем казахский язык, но мы сейчас заимствуем из русского языка, который в свою очередь взял из английского Конечно, или из из французского. А Жанна про перевод вот Смотрите, этот мы сейчас бесконечный, заимствуем да. из русского языка, и мы пишем эти все слова в соответствии с фонетикой русского языка. Вот. Подъезд там и так далее. Вы сейчас хотите сказать про латиницу теперь, Нет, в общем-то, про латиницу и про заимствование. Поэтому, вот смотрите, и сейчас проблема возникает у казахов, когда вот эти вот слова мы берем. А вы знаете, сколько этих слов? Этих слов практически уже 27 тысяч набралось. Новых. Это уже, да, Новых переведенных. Это практически один целый язык. Это корпус Это целого знаете что? языка. Это самолет, балкон, вертолет, аэропорт, вот эти вот все слова международные, которые... возьмете в ассистентки Жанну, она тоже писать Поэтому, лингвистические работы. Поэтому, когда слова заимствуются из русского языка, все, мы их произносим по правилам русского языка, и русскоязычные казахи, они уже дошли до такой степени, что они боятся, например, сказать слово «кутуктаймн». Почему боятся? Чтобы что-то не сморозить. Потому что они говорят,
Хоттактаев. А то вы можете тоже что-то не Нет, то у меня, например, Да-да-да. с произношением все, особенно Вот с французским, все прекрасно. Поэтому мы, когда берем слова из другого языка, мы должны адаптировать его к своей фонетике. Они должны звучать по-казахски, понимаете? И это во всех языках так делается. Например, спички это шпичка. А что еще? Бутылка это бутылки. У Жанки наболело прям. А как вы относитесь к внедрению латиницы? Вы думаете, это правильный шаг? Да, это как раз вот шаг, который вообще для чего, когда говорят о внедрении латиницы, о переходе казахской графики на казахского языка на латинскую графику. Вот. Я его поддерживаю вот именно из этих соображений. Вот сейчас мы к этому пришли. Когда мы, предположим, берем, смотрите, мы пишем на кириллице, мы берем слова из русского языка, которые тоже пользуются кириллицей. И в казахском тексте они выглядят как русские слова, правильно? Хотя, вроде Абсолютно это неправильно. Как неправильно? Потому что казахские слова выглядят как казахские слова. С кириллицей именно. Все четко, все понятно, все звуки, все фонетика. Ну вот эти вот, мы привыкли просто, что Г у нас написано Г. Конечно. Ха-ха. Вот я не понимаю латиницу. Как сейчас мы будем произносить правильно с латинскими буквами? Я вот этого не могу понять. Это там будет уже другое. Это вот уже будет турецкий язык. Это нужно переучить. Нет, произношение вообще, девочки, остается то же самое. Нетушки, Ирочка. другое. Нет. Написание буквы меняет произношение, девочки, потому что буквы латиницы и буквы кириллицы это разные вещи. Ну, скажи, Казахстан на кириллице и слово Казахстан на... Казахстан будет или Казахстан? Казахстан будет. А у казахов еще буква Х есть, от слова кахарман. Почему-то мы его как-то не используем часто. Его редко используют. Ну ладно, вы как лингвист... Придумайте побольше слов с буквой Х, чтобы эта женщина, кроме слова кахарман, могла еще что-нибудь говорить. Нет, мало слов Нет, с Жаночка буквой переживает Х. просто, на Почему, самом деле, девочки, я так говорю? Потому что я закончила среднюю школу казахскую. Закончила с казахским языком. Я знаю весь алфавит, я знаю все слова. Я применяю, конечно, редко, когда, допустим, попадаю именно только в казахскоязычную среду, либо если это нужно, прям передача где-нибудь. Но в основном-то мы, городские люди, разговариваем на русском языке, потому что у нас страна, которая является 50 на 50 жителей, говорящих на русском и на казахском языке. То есть мы, опять-таки, ситуативно ведем себя как нужно, правильно? То есть если сидят у меня подружки, допустим, которые вообще не разговаривают на казахском, либо плохо, зачем я буду их там утруждать, либо там потом переводить? То есть времени нету, оно так все быстро, век информации. С вами очень интересно разговаривать, очень. Я столько много нового узнал для себя. Филологии. Я много лет этим занимаюсь, но в общем-то узнал кучу интересного. Нет, вы же когда поняли, что есть люди, которые тоже об этом думают, но глубоко туда не копнули. А вот с вами как-то вот интересные вопросы возникают, потому что вы в этом знаете больше, чем мы. Простой вопрос задам, но тем не менее услышать наш гость. Читает ли сам и каких казахских писателей вы читаете или, может быть, зарубежных очень любите и цените? Да, я, в общем-то, всем, что у меня есть, обязан книгам. Вот это, в общем-то, не просто фраза, а на самом деле, я вот... Редкий читающий человек? Из сельской глубинки, да, в общем-то, у нас была библиотека, и я жил в лесхозе, это лесное хозяйство, да, там на севере Казахстана есть у нас леса и так далее. Вот, Казантопрадский мехлесхоз он назывался. И, вот это из города Алексеевки, когда мы переехали уже на родину отца, там была библиотека, я ее всю прочел. Вы можете не поверить, я прочел все. Вот, она где-то, наверное, вот как вот студия такая, эта самая. Небольшая, но все равно библиотека. Да, библиотека. Это была вот библиотека лесхоза, я ее всю прочел, и там даже как бы делали со мной встречу, я в 7 или 8 классе учился, встреча с лучшим читателем. Повесили афишу в клубе, как в библиотеке. А какие там книги были, какого содержания? Все подряд. Если я все все, прочел, вот там, это всё. значит все. В советское время там про КПСС, про какие-то там еще, да? Ну почему? да, И и детская это литература, читал. детективы, Там, фантастика, да, и видимые повести, и все на свете. Я мог там прочитать и про какие-то там гидротехнику, предположим, там какие-то книги. Даже специальную литературу? Я все прочел, как бы вот голод такой, этот самый. И, в общем-то, вот все, что у меня,
все, что у меня есть, да, вот База я вся знания, обязан да? книгам, да, обязан книгам. Вот ну, сейчас, предположим, там, я не знаю, там, Коэльо там появился, ну, я раз пролистал, там, предположим, там, Конт да Винчи, там, ну, дети читают. Там, Не цепляет? они все. Ну, я вот быстро как бы пробежал, там. Вы вот так читаете или вот так Я читаете? скорочтение не ходил на курсы, но, в общем-то, я вот, как бы, у меня есть достаточно навык, да, такой. Ну, вот я сейчас только казахских писателей читаю, только на казахском языке читаю. Вот как даже. Ну и, в общем-то, я вот много перелопачиваю. Ну, я вам скажу, девушки, что вот однозначно Мухтар Әуезов, «Путь Абая» – это вообще, ну, вершина. Это такое произведение, там такой казахский язык. И вот любому, я сам вот начал учить язык, когда, то есть, каким образом, вот у меня был 4-томник, это Абай Жола. Значит, я вот взял первый том, вот первую страницу читаю, там, Шакрат Бала, Асырот, Бигу, Кеджаты, там, вот там, и вычеркиваю слова ненужные, потом я выписывал эти на карточки, ну, у меня там своя метода такая. Предположим, там, одну страницу, две. Все незнакомые слова выписываю на карточки. Ну, давайте я пару секунд. Есть у меня, да? Давайте. Значит, вы берете вот картонку, ну, плотную бумагу. Плотную бумагу, желательно цветную. Ну, для поделок же там продают в магазинах. Значит, и разрезаете вот на такие вот полоски. Ну, вот такого вот размера. Ну, чтобы одно слово написать. Значит, потом вы выписываете слово из текста, которое вам непонятно на казахском языке, наоборот, и пишете перевод на русском. И вы прочли текст, предположим, там, ну, я не знаю, там, 4000 знаков, да, из них, предположим, получилось там 20-30 слов вам незнакомых, да, новых слов. Вы их выписали, вы тех же помните, значит, потом вы берете эту карточку в любом месте, вы сидите, чай пьете. Пардон. Вы берете, смотрите, значит, вспоминаете, как это слово на казахском, как оно на русском. Ну, не вспомнили, посмотрели на обороте. Вы где-то идете, вы на ходу можете это делать. Потом с русского опять на казахский, предположим. Ну, я когда французский учил, этот метод я сам выдумал для себя. Это, я каким образом? Это было, знаете, как кайфово учиться. У нас есть метро сейчас, но у нас нет кольцевой, а в Москве есть кольцевая. На кольцевую садитесь, да, в какой-то уголочек, да, чтобы особо не тревожили. Я вот эти карточки беру и читаю. Раз, беру слово, там, предположим, вспоминаю его, и вот это тук-тук-тук-тук-тук-тук, очень хорошо учится. И так вот я вот так вот по кругу ездил. Все в метро? Да, в метро. То есть вы можете смотреть телевизор, можете как бы ходить, эти карточки у вас, и потом я вот так вот перекладываю из одного в кармана в другой, предположим, да, потом, когда уже я вот эти слова, уже там 30 слов, предположим, я их все полностью знаю, у меня есть картонная коробка, я туда бросил новый кусок текста, новые слова выписал оттуда, я их повторил, бросил. Так прошла, предположим, неделя. Потом я взял все вот эти слова, перемешал. Потому что, вы же вспоминаете... И экзамен. Нет, Тяну билет. нет, потом перемешал, взял опять 30 слов, а попадаются уже там, короче... Другие, да, какие-то? Нет, за прошедшие, предположим, 2-3 недели это же накопилось. И те слова, которые уже я бросил, которые как бы знаю, я, оказывается, их забыл. Где-то процентов 70 вспоминаешь слов, процентов 30, оказывается, ты не помнишь. Их опять повторение, мать учения. Вот очень хороший метод. Будете вот, я не думаю, что казахский будете, но если будете английский учить, или там французский, да, Казахский будете учить, девочки? Вот. И вот таким образом, это очень хорошая такая метода, слова, чтобы учить, слова учить. Ну, я вообще начал это французский, когда это вот учили. По кольцевой, да, вот в Москве я ездил, в метро, очень хорошо учится. За 8 месяцев вы выучили? За 10 месяцев? За 9. Я где-то 10-месячные курсы, вообще, если интересно, я расскажу, это вот Советский Союз. Есть страны просоветской ориентации. И были курсы, которые готовят языку, чтобы человек, вот я был кандидат наук уже, да, доцент. Я кандидат наук, доцент, я должен был за 10 месяцев освоить язык, чтобы поехать в какую-то страну и преподавать там на этом языке. Представляете? Это были курсы такие вообще, ну, очень интенсивные. Да. Ну, я приехал в Москву с опозданием, у меня 2 детей, семья, в общем-то, я немножко там задержался, приезжаю такой, и мне говорят, это же Советский Союз, я приезжаю в Москву и говорю, вот я приехал, берите меня. Говорит, ну, парень, ты уже опоздал, английский язык я хотел учить. У нас только французский остался. Нет, да, у нас только во французской группе есть место. Вот. А если хотите английский, езжайте в Киев. Было легче выучить французский или казахский? Вот скажите честно. Конечно, французский легче. Легче? Отработанная методика, да? Очень отработанная методика, все логично. В казахском языке вроде все логично. Вот, например,
у нас агглютитивный язык, все прибавляется, да? У нас нет как бы во французском языке времен, вот тех, которые используются, да? Plus que parfait, предположим, plus que passé, там, passé récent, это недавнее прошедшее, давнее прошедшее и так далее. Очень много, даже вот самих терминов, да, и времен, когда, чтобы по-французски красиво, правильно говорить, очень много. Ну, там, как бы вот она логична и все это. В казахском языке вроде все просто, нет. Никакой На логики. первый Логика, взгляд как раз. на первый взгляд, все очень просто. Да. Татар. Татарин. Татарша. На татарском. По-татарски. Татаршала. Шала? Говори Татаршала. Говори на татарском. Переведи на казахский. На татарский. Татаршала. Да. Татаршала. Татаршалаңыз. Говорите на татарском. Татаршалаңыз. Переведите на казахский вы. Ну, Да, на вы. татарский вы. Да. Татаршалаңызша. Пожалуйста, вы переведите, да. Пожалуйста. Понимаете, вот это агглютитивный язык у нас. Вот так вот все прибавляется. Вроде бы все просто. Мужского, женского рода нет, да? Да. Вот. Но почему тогда вот такие проблемы? В каком-то казахском языке есть какая-то такая... Ну почему у нас нет системы той, которая облегчила Поэтому бы? казахи Да. такие умные. Да, вот. Поэтому я... Дайте я вас расцелую. Так, Ирина, плюс, как его, еще один этот в карму твою? Я сам патриот, Процент. да, я сам патриот, люблю патриотов. Вообще вот патриотизм и к языку любовь, и к своей нации, это... ну, Начинается с языка, да? начинается с языка, и вообще, ну, я вам скажу, что, вот одну вещь скажу вам, девушки, да, вот казахский язык, это наше все. Почему вот я больше 50 лет к этому пришел, вот, мы кочевники, что у нас было? Мы не строили городов больших, правильно? Мы не строили, ну, какие И большие всё в города? язык, всё в У нас язык все в язык, мы с собой Всё творчество. пианино не могли возить, да, ну, домбру возили, но опять же, домбра, это как аккомпанемент или книги, да? У нас библиотек не было, мы же не могли на верблюдах перевозить эти книги и так далее. У нас все в языке, вся казахская культура, барымыз, болысымыз, бәрі Тілінде. бәрі тілде. Сол тіл білмесеңіз, сіз енді сол кешіңіз қазақ емессіз, тіл білмесеңіз. Сіз қазақтың мәдениетінен, қазақтың ой қабілетінен, қазақтың болмысынан мақрумсыз. Көрдіңіз бе? Вы, если вы не знаете языка, можно, вот некоторые говорят, вот я казашка, да, я вот патриотка, хоть я не знаю казахского языка, но я вот Да, такая вот есть. Но на самом деле, если вы не знаете языка, вы все-таки, вот вы не можете быть как бы... Настоящим Настоящим, да. Потому что у нас вся культура, вся живопись, вся музыка, ну, музыка у нас есть как бы... И основной менталитет У нас заказывается через все в языке, понимаете, все в языке. Свое отношение к этносу, да, это как отношение к матери родной. Вот, предположим, у вас есть мама, вы ее любите. Любой человек любит свою маму, правильно? Вот. Но человек, который считает, что его мама выше, чем другие мамы, это действительно, ну как, националист. Вот есть такое слово, да, есть такое выражение, что, в общем-то, значение слов, оно сильно меняется от того, что люди в них вкладывают. Если бы люди договорились о значении слов, когда говорят националист, кто-то про себя что-то одно подразумевает, кто-то другое. Поэтому, если положительно, правильно? Поэтому я вот отношусь к своей этнической, как определяющий казах, да, вот я казах, я горжусь, вот как своей мамой, да, я этим горжусь. Но я не считаю, что, предположим, другие чем-то хуже или что другие мамы хуже. Другие тоже как бы могут гордиться и так далее. Понимаете? Все казахи гордятся собой, насколько я помню. Ну, у нас еще есть одна проблема, что казахи гордятся, что они найманы, кипчаки. Да, это тоже. А еще нам надо, чтобы вы гордились, что казахи. На самом деле это очень большая тема, большая, огромная, которая не вмещается в нашу маленькую программу. У нас программа называется «Секреты», и мы сегодня с девочками узнали очень много об языке, об человеке, который в свои 50 лет перевернул свое мировоззрение, перевернул свое ощущение жизни, да, выучил в совершенстве казахский язык, да, и даже написал 3 книги, и сейчас является одним из авторов очень такой интересной методики казахского языка. Это наш дорогой гость. Очень приятно, Канат, с вами познакомиться сегодня. Спасибо, что вы пришли к нам. Это проект «Секреты», женская программа о настоящих мужчинах. И у нас в гостях был лингвист, филолог и величайший ученый Канат Тасибеков. Спасибо! Спасибо большое, что пришли к нам.